Но завершил фестиваль русского хоккея в столице Коми финал чемпионата России среди команд Суперлиги. Золотые медали на Сыктывкарском льду оспаривали московская «Динамо» и Архангельский «Водник». Главный матч сезона ожидаемо собрал аншлаг на трибунах и продержал зрителей в напряжении до самой последней минуты. Кто стал чемпионом России, знает Павел Королев. Сыктывкарский стадион окрасился в желто-зеленые цвета. Еще до стартового свистка становится понятно, что игра пройдет под оглушительный гул болельщиков «Водника». Фанаты бело-синих на трибунах в меньшинстве. Но несмотря на это, первыми счет открывают динамовцы. Уже на 7-й минуте угловой у ворот «Водника» реализовывает Алмаз Миргазов. Первый тайм проходит довольно нервно. Игроки то и дело прощупывают оборону противника, надеясь найти брешь. На кону золото. У многих сдают нервы. После перерыва борьба разворачивается на каждом участке поля. «Динамо» преследует череда удалений, но все же ему удается перехватить инициативу. Как итог, 5-2 в пользу москвичей. Спорт есть спорт. Здесь всегда есть победители и есть проигравшие. Впрочем, большинство фанатов из других регионов остаются довольны игрой и тем спортивным праздником, который подарила им столица Коми. По сравнению с тем, что было, стадион очень хороший, потому что я помню, когда еще была здесь одна трибуна, потом там была на той стороне такая небольшая трибуна. Ну, мне этот стадион очень нравится. Я очень рад, что финал проходит именно здесь у вас. Вам огромное спасибо. Очень здорово на стадионе у вас. Вы нас приняли великолепно. Никаких вопросов нет. Вот так бы всегда. Это самый лучший праздник спорта. Ну а «Динамо» по праву становится чемпионом 30-го юбилейного чемпионата России, завоевав 9-е в истории клуба золото первенство страны. Павел Королев, Артем Соколов, телеканал Юрган.